год его 85-летия в атриуме библиотеки иностранной литературы состоялось открытие бюста Чингиза Айткуловича Айтматова. Этому предшествовало знакомство, в первую очередь, с Екатериной Юрьевной Гениевой, ее прекрасным талантом, а до этого с председателем Российско-Кыргызского делового совета Иваном Викторовичем Поляковым. И тогда мы думали, что мы сделали большое дело, открыли бюст, почтили память Чингиза Айтматова, в Москве открыли, это тоже важно. Но возникало ощущение, что человек, которому Бог дал способность мыслить глобально, который обладал даром владения словом, он не должен умирать в своей стихии слова, в книге. Тем более здесь, в России, в той среде, в том обществе, которое он любил, в котором он жил, творил. И слияние трех сил, благодаря этому сложилась эффективная профессиональная команда. И как результат мы сегодня представляем вашему вниманию 4-томное собрание художественной прозы Чингиза Айтматова. Я искренне признателен всем участникам проекта за эту совместную работу. Говоря с киргизского, скажу пожелание: пусть дух Айтматова всегда оберегает и поддерживает вас в жизненном и творческом пути. Чингиз Айтматов – крупнейший мыслитель 20 века. Он положил на страницы своих книг важнейшие события череды времен и перемен в жизни своего и других народов. Для нас это древняя еще енисейская история кыргызов, приход советской власти в кыргызские годы, Великая Отечественная война, коллективизация, годы репрессий, в современном мире обостряющаяся эко-проблема планеты. Добро, правда, порыв к истине, сильные герои, от которых шел жар справедливости, устремленность к свободе духа, защите слабых, обездоленных. Каждая книга его – манифест силы разума и добра. Нам, жителям Кыргызстана, с каждым годом все ощутимее становится его отсутствие с нами, и понимание того, как нам его не хватает. Ведь благодаря своему творчеству он поднял наш народ на общепланетарный уровень, ввел мировой цивилизационный контекст. По сути, он стал визитной карточкой не только маленького Казахстана, не только Центральной Азии, но всего Советского Союза, одной из супердержав 20 века. Горькую досаду хранят поклонники Айтматова из-за того, что ему в свое время не было присуждена Нобелевская премия. Ну, ведь правда, что по популярности, глубине воздействия на людей с Айтматовым в прошлом веке поспорить могли немногие. Ну, и они тоже стали лауреатами Нобелевской премии. Его книги принадлежат Золотому фонду мировой литературы. В них жизнь, суть, характер одного из древних народов Азии. Наши мысли, сомнения, досады, порывы, разочарования, наша высота, точки роста. К моему большому сожалению, сегодня не удастся услышать выступление Екатерины Юрьевны Гениевой, которое, как мы планировали, должно было быть посвящено возможной речи Чингиза Айтматова, Нобелевской речи, да, с трибуны Нобелевского комитета. Согласитесь, как это было бы интересно, звучало бы. Ее смелая идея заключалась как раз в том, чтобы, основываясь на его произведениях, попытаться сказать, сформулировать его мысли, идеи для всего человечества в одном кратком выступлении. Это была смелая, сложная задача. Тем не менее, очень надеюсь, что в ближайшее время Екатерина Юрьевна вернется в строй и даст возможность нам всем еще раз прикоснуться
к величию писателя. Нам было очень важно, чтобы Айтматов вновь начал издаваться в России. Думая о сегодняшних горячих спорах за статус кыргызского русского языка в моей стране, нужно помнить, что Айтматов писал на русском языке очень много раз. Такова была реальность, такова была история того времени, конъюнктура того времени. С русского языка его книги были переведены на все языки мира практически. Разошлись миллионными тиражами, экранизировались, ставились на театральных сценах во многих странах мира. Именно с русского повесть Джамиля в 1957 году была опубликована в Париже в издательстве Эльзы Треволе со вступительной, очень теплой статьей Луи Арагона, по сути, открыв дорогу Айтматову к международному признанию. По оценкам близко знавших писателя, когда Айтматов говорил на родном языке, он завораживал всех. Плавно, с богатым словарным запасом, всегда находя точные, удачные слова и термины, вводя новые обороты. Он говорил языком, которым можно было рассказать глубоко и красочно, как факты событий далекой истории, так описывая современность. Дорогие друзья, я глубоко благодарен тому, что вы сегодня вместе с нами становитесь свидетелями возвращения Айтматова, возвращения в наши мысли, в наше мироощущение, наконец, в наши и общественные, и личные библиотеки. Многие народы верят, что в критические периоды у нации обязан появиться свой герой, Баатыр, который ценой всего своего спасет народ, даст успокоение и справедливость обиженным и забытым, вернет честное и справедливое слово. Для кыргызов это эпический герой наш Манас. Один наш молодой режиссер выбрал рабочее название для своего кинопроекта «Манас как предчувствие». Предчувствие возвращения героя. Айтматов тоже герой для нас. Современный герой, который совсем недавно был рядом с нами. Это герой не брутальный, он для нас герой моральный, интеллектуальный, духовный. Поэтому сегодняшнюю книгу можно истолковывать и как предчувствие возвращения Айтматова, его идей, его духа, наконец, возможно, его преемника к кыргызскому народу, так и ко всему миру. Еще раз спасибо за вашу память, Чингис Толкучев.